Победит не тот, кто сильнее, а тот, кто готов идти до конца. Это слова великого Федора Емельяненко. Здравствуйте, это программа «Спортивная среда». Сегодня в выпуске мы расскажем о всероссийском турнире по тяжелой атлетике имени Александра Курынова. Казанский дворец единоборств принял в своих стенах поединки под хэквондо «Золотая искра». Об итогах международных соревнований «Игры дружбы» мы поговорим с куратором Центра развития водных видов спорта ФИНА города Казани Ранко Славковичем. 16 декабря завершились международные комплексные соревнования по водным видам спорта. Игры дружбы. За время турнира на спортивных объектах Казани выступили более 3000 атлетов и членов команд. Все три этапа были насыщены яркими выступлениями российских и зарубежных спортсменов. Финальный этап игр дружбы в Казани имени двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Саутина собрал в себе лучших прыгунов в воду. Столица Республики Татарстан вновь собрала сильнейших. Здесь, во Дворце водных видов спорта, прошел третий этап игр дружбы. На этот раз по прыжкам в воду. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 9 стран мира. Помимо россиян, шанс показать свой высокий уровень получили атлеты из Аргентины, Беларуси, Эквадора, Сербии, Венесуэлы, Кубы, Армении и Узбекистана. Потихонечку развиваемся. На вторых меньше было, по-моему, 5 стран. На первых точно не могу сказать, потому что не было. Но вот здесь приятно, что все больше и больше привлекаем стран, отзываются, приезжают, соревнуются. Опять же, дружба заключается, и так далее. В спорте всегда хорошо. Особое внимание к названию «Кубок Дмитрия Саутина». Очень символично, что такому масштабному празднику спорта присвоили имя прославленного российского спортсмена, самого титулованного прыгуна современности. Вообще, давно уже разговаривали по этому турниру, и вот решили все-таки назвать в третьем этапе международных соревнований дружбы Кубок Саутина. Это, в первую очередь, наверное, все-таки огромная благодарность организаторам. Я поддержал просто его, он говорит, давай, может, попробуем, почему не назвать? Я говорю, если получится, я с удовольствием буду только рад. Первые 2 дня соревнований состоялись личные выступления. Победителями первого дня стали титулованные Евгений Кузнецов и Юлия Тимошинина. Призер Олимпийских игр и чемпион мира выиграл в прыжках с 3-метрового трамплина, а трехкратная чемпионка Европы с 10-метровой вышки. Группа D это 10-11, группа С это 12-13. И основной костяк сборной нашей страны. В заключительный день турнира разыгрались медали в командных соревнованиях. Организаторы решили поэкспериментировать. Сюрпризом было то, что вместе с именитыми атлетами выступали совсем юные прыгуны. Чтобы дети посмотрели на ведущих спортсменов. И ведущие спортсмены тоже, наверное, все-таки с ними пообщались. Может, какое-то направление. У нас тоже будет мастер-класс. С ребятами встретимся, пообщаемся, поговорим, расскажем про свою тяжелую, длинную спортивную жизнь. Для них это незабываемая возможность встать плечом к плечу со своими кумирами и набраться у них опыта. Победу одержала команда, за которую на трамплине прыгали Евгений Кузнецов и Виталия Королева, а на вышке все те же Юлия Тимошинина и Руслан Терновой. Сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора дирекции спортивных и социальных проектов Ранко Славкович. Ранко, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на нашей телепередаче. Мы сегодня с вами поговорим об играх дружбы. Это международные соревнования по плаванию, по прыжкам в воду и по синхронному плаванию. И нам бы хотелось узнать, как пришла эта идея, чья это была инициатива? Но на самом деле идея пришла из Казани, потому что Казани дирекция традиционно является организатором всех крупных мероприятий. Действительно, год непростой. Планировалось проведение многих чемпионатов, в том числе и чемпионата мира по плаванию на короткой воде, первенство мира. И вот именно это мероприятие родилось как, давайте так скажем, некая альтернатива проведению этих 2 крупных мероприятий. Сразу идея была поддержана полностью всем всероссийским федерациям, Министерством спорта, правительством Татарстана и Министерством спорта Татарстана. Поэтому у нас, так сказать, сложилось все для проведения самых ярких стартов в этом году. Но это не наше слово, это слово всех участников, которые принимали участие в данных соревнованиях. Какие страны принимали участие и все ли сильнейшие приехали от иностранных делегаций? Говорить о сильнейших, не сильнейших я бы сейчас не стал. Это действительно
посыл был дружба, посыл был взаимодействие, и это удалось, потому что 3200 спортсменов, где-то около 4500 участников приняли участие в данных этапах, потому что первый этап он был летом, и его основная задача была, давайте скажем, компенсировать отсутствие наших спортсменов на чемпионате мира в Будапеште, и это полностью удалось, потому что основная сборная по синхронному плаванию и по прыжкам в воду, это для них был основной старт. А финал Кубка России по плаванию тоже сильнейшие спортсмены. И опять те же дружеские страны Азии, Африки, Латинской Америки и ряда европейских стран. Надо отметить белорусов, которые приехали в самом сильном составе, то есть вместе с Ильей Шимановичем, который является тоже одним из рекордсменов мира плавания брасами. Но количество стран, около 40, мы еще сейчас всю статистику сводим, то есть это будет итоговый отчет. Действительно, дружба полностью удалась. Вот сегодня у нас Куба и Эквадор заканчивают экскурсию по городу, и сегодня вечером они отправляются домой. Действительно, яркие впечатления у всех спортсменов, и это залог на будущее, на следующий год тоже в том числе. А по уровню именно соревнований, по конкуренции, мы хотя бы к чемпионату Европы можем приблизиться? Я бы сказал, что по многому уровень был действительно на уровне чемпионата мира. Это оценка всех участников, потому что подготовка объекта, сервисы, которые оказывались всем участникам, презентационные мероприятия, они действительно ничем не отличались, и даже, можно сказать, было лучше, чем это было на актуальном чемпионате мира, который буквально сегодня закончился в Австралии. Но и сами условия дали возможность спортсменам отличаться, и у нас практически в Казани мы были свидетелем рекорда мира Колесникова на 50 спины, рекорда Европы чуть-чуть буквально не хватило до рекорда мира Чекуновой. И, как сам Иван Валерьевич Сальников сказал, это лучший за всю историю чемпионат по плаванию, в котором было 20 рекордов в России. То есть, получается, это самый успешный чемпионат, поэтому амбиент, который был создан, и условия, и конкуренция, они действительно довели до лучшего за историю чемпионата России, который проводился в рамках Игр Дружбы. Соревнования по прыжкам в воду и по синхронному плаванию, они немножко отличаются, потому что там рекордов нету, но это тоже конкуренция помогла сборной России тоже проверить свое, давайте скажем, актуальное состояние, уровень. То есть это и для Татьяны Покровской был шанс показать новую команду, которая готовится к Олимпиаде, новую программу, которая готовится для Олимпийских игр, и тоже будущее поколение, которое после Олимпиады в Токио будет выступать на будущих крупных чемпионатах. Ранку нельзя не спросить про наших паралимпийцев, потому что у них сейчас точно так же очень много тренировок и крайне мало соревнований. Какие мысли, вот, какие идеи есть у организации Игры Дружбы по поводу наших паралимпийцев? Идея дружбы, она глобальная, она имеет свою уникальность, и я думаю, что стоит на перспективу подумать тоже о включении наших коллег, спортсменов из паралимпийского движения, тоже и проведение таких подобных мероприятий. Действительно, на сегодняшний день мы находимся в диалоге с рядом федераций по видам спорта, не только по водным видам спорта. Мы общаемся и по фехтованию, по дзюдо, по бадминтону, по другим видам спорта, которые бы могли участвовать в данном формате. Единственное, это все точно будет зависеть от решения МОКа и допуску российской сборной на Олимпиаду в Париж, но это будет решение буквально на следующих там 2-3 месяца. Я думаю, что решение будет принято касательно их участия, но опять, исходя из этого решения, мы преформатируем, либо отформатируем и свое предложение вынесем на рассмотрение Федерального министерства. Действительно, идея намного шире. Эти мероприятия можно проводить не только в Казани. Мероприятия могут стать ежегодным. И сам формат Кубка Дружбы, он может быть по разным видам спорта и для разных возрастных категорий, в том числе и для паралимпийцев. И наверняка в разных стран-участниц на Игр перспективу, Дружбы. да, потому что это мероприятие опять показало свой
масштаб, опять говоря, 3200 участников, самих спортсменов, около 4500 вместе с официальным лицом, представителем команд. Это залог на перспективу. И многие страны, которые побывали у нас, готовы проводить подобный формат на перспективу в своих странах. А иностранные федерации как-то сами на вас вышли, или вы же посылали какие-то письма с просьбой принять участие? Казань предыдущих 10 лет проводил действительно по водным видам спорта все крупные мероприятия. И Кубка мира, и Чемпионат мира, мировую серию. То есть есть такой опыт и есть уровень. И давайте так скажем, когда Казань приглашает, все понимают, что это будет что-то классное. Поэтому нам не было трудно действительно выйти на связь с нашим коллегам, которые находятся за рубежом. Да, ряд стран по причине актуальной ситуации отказался от участия, либо есть такая ситуация, что многие спортсмены хотели приехать, но, к сожалению, именно не разрешили. Поэтому мы надеемся, что на перспективу это все наладится, и они снова будут в Казани. Тоже в Казани на предыдущих протяжении 4 года действительно работает Центр развития водных видов спорта, и много из стран, которые принимали участие, и спортсмены — это выпускники нашего центра. Между ними и чемпионы Африки и Азии, которые развивались именно в Казани. А помимо рекорда Климента Колесникова, были ли еще какие-то сенсации, какие-то рекорды? Действительно, это Чекунова, которая практически это второй результат на 200 братств за всю историю. Буквально чуть-чуть не хватило до рекорда мира с новым рекордом Европы. Ее результат на актуальном чемпионате мира, который буквально закончился в Мельбурне, она бы опередила всех за 1,5 секунды. То есть на 1,5 секунды она бы выиграла золото. Поэтому это действительно уровень. Но и самое количество очков, которые спортсмены финал очков набирали, она действительно говорит о уровне этих результатов. То есть история игр дружбы пишется? История пишется, история продолжается, история создается. И я очень рад, что это именно происходит в Казани, на Дворце водных видов спорта, который является одним из лучших объектов, давайте так скажем, не только в Европе, а в мире. И что это результат совместной работы всех федераций по водным видам спорта, а также и правительства Татарстана, которое активно поддерживает данный формат мероприятия. Данное соревнование было тоже действительно на самом, давайте так скажем, соответствующем уровне, и поэтому количество болельщиков, количество телезрителей, телеаудитории тоже оно замечательно и не отличается сильно от тех же мероприятий, которые мы проводили до этого. Даже есть интерес из ряда европейских стран и тоже мировые федерации, которые все так тихоря смотрели и наблюдали за тем, что происходит в Казани. Потом так у нас были сообщения, что молодцы, прекрасная картина, все замечательно. И опять давайте понимаем, что это все одна семья спортсменов, которые друг друга понимают, друг друга поздравляют. И надеемся, что скоро это опять все станет одной большой спортивной семьей. Ранка, были ли какие-то трудности при организации соревнований и по ходу соревнований? Но я бы сказал, что это не трудности, это вызовы, с которыми мы сталкивались, потому что действительно при проведении предыдущих крупных мероприятий мы всегда работали с, давайте скажем, рядом иностранных подрядчиков, которые обеспечивали систему хронометража, телевизионную графику. Сейчас мы полностью пришли на отечественный продукт. И в этом реально гордимся, потому что уровень телевизионной графики, уровень сопровождения мероприятий был такой же, как и на крупных мероприятиях. Поэтому это тоже шанс для развития. Я бы хотел отметить и наших волонтеров, которые активно поддерживали данные мероприятия. В общем счете около 1000 волонтеров участвовало на 3 этапах. И действительно это была такая трудная работа, потому что иногда соревнования длились по 7-8 часов. Вот соревнование по плаванию было 1150 участников, поэтому сама сессия длилась там на 7-8 часов. И волонтеры реально действительно помогли реализации таких длительных сессий. А какая была поддержка со стороны Министерства спорта России и, в частности, Республики Татарстан? Действительно, такие мероприятия без поддержки правительства как федерального уровня, так и республиканского невозможны, поэтому
Спасибо большое и федеральному правительству, Министерству спорта Российской Федерации за поддержку при финансировании данного мероприятия, и опять Республике Татарстан, которая практически выделила призовые для лучших спортсменов. Они очень благодарны, и я думаю, в это тоже непростое время для самих спортсменов это значит именно такая поддержка, она нужна и важна. Говоря о будущем, что дальше? Какие следующие соревнования, когда они будут примерно? Дальше работа, значит, без перерыва. Стараемся уже сейчас, верстаем календарь 2023 года. Опять предложение по данному формату, оно уже есть. Письма от Федерации по прыжкам в воду и синхронного плавания уже, в принципе, написаны. С Федерации плавания это уже формат Кубка России, чемпионата России, который планируется в Казани. Поэтому мы работаем и на расширение по, как уже сказано, другим видам спорта. Надеемся, что к началу года календарь уже будет известен. Ранко, мы вас благодарим за то, что вы нашли время, пришли, рассказали нам об играх дружбы и о том, кто вам помогал, как это все происходило. Я думаю, что зрители в полной мере смогут ощутить и понять всю важность этих соревнований. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. На прошлой неделе прошел всероссийский турнир по тяжелой атлетике имени Александра Курынова. Спортсмены конкурировали за право стать лучшим атлетом на соревнованиях. В турнире принимали участие не только участники из России, но и ребята из Белоруссии. Обо всех подробностях узнаем в нашем сюжете. 16 декабря в Зеленодольске в спортивном комплексе «Маяк» проходил финальный этап всероссийского турнира памяти олимпийского чемпиона Александра Курынова. По сей день молодые спортсмены чтут его память и бьют новые рекорды. В соревнованиях участвовали более 230 спортсменов, среди которых сильнейшие атлеты из 16 регионов России и национальной сборной Белоруссии. Многочисленные болельщики с удовольствием наблюдали за выступлением атлетов, которые проявляли хорошую техническую подготовку и готовность показать достойные результаты. Соревнования проходили и пока еще идут соревнования на высшем организационном уровне. Само проведение на высшем уровне, организация проведения судейская на отличном уровне. И участники, спортсмены все довольны, как проходят соревнования. По ходу соревнований было интересно наблюдать не только за самим противостоянием, но и за тем, как меняется состав спортсменов. Вначале поражало, как атлеты легкого веса поднимают такие тяжелые штанги, а когда вышли тяжеловесы, было ощущение, что снаряд под давлением этих силачей сможет проломить пол. Сейчас в данный момент проходит соревнования по тяжелой атлетике. Мы видим, как у нас меняется вес на штанге. Сейчас будет новая весовая категория 109 и свыше. Отличное выступление показали тяжеловесы из Татарстана. Стоит отметить, что их техника была на высшем уровне. Участники брали в руки штангу, а затем быстрым движением совершали сильный толчок, и снаряд за секунду оказывался над головой спортсменов. Тренеры и судьи также были довольны выступлением наших участников и отметили их прекрасную подготовку. Но в каждом году все лучше. Просто я поражаюсь, удивляться того, что как спортивный комплекс «Маяк» умеет проводить такие соревнования. Уже в следующем году пройдет турнир памяти Курынова по тяжелой атлетике. Организаторы надеются, что в соревнованиях примут участие не только команды из Белоруссии, но и ребята из других стран, таких как Саудовская Аравия, Сербия и Иран. Боевые искусства все больше охватывают спортивную среду Казани. Во Дворце спорта единоборств «Ак-Барс» с 16 по 19 декабря прошли всероссийские соревнования «Золотая искра» по тхэквондо. На месте событий побывал наш корреспондент. С 16 по 19 декабря во Дворце единоборств «Ак-Барс» прошли всероссийские соревнования по тхэквондо «Золотая искра». Данный турнир уж точно не уступал по своей зрелищности карате, дзюдо или айкидо. В соревнованиях приняли участие от мала до велика, от 2010 года и старше. Главной задачей турнира является популяризация и развитие такого олимпийского вида спорта в нашей стране, как тхэквондо. И с каждым годом уровень спортсменов повышается от турнира к турниру. Уровень, как и в этом году, так и в прошлых годах, всегда был высокий, и в этом году высокий.
А спортсмены маленькие, которые здесь выступают, из них потом вырастают чемпионы России, международных турниров, Олимпийских игр. Все вот звезды нашей взрослой сборной, все выступали здесь, на этих турнирах, не один год, все посещали Казань и наш турнир. Немаловажно, что данные соревнования способствуют развитию сотрудничества между федерациями и спортивными школами разных регионов нашей большой страны. И благодаря такому опыту растет и мастерство спортсменов. На самом деле вся Россия, и западная, восточная, южная, очень сильная. И в каждом, скажем, городе, в каждом регионе есть лидеры. Так, чтобы прям сказать, представители Дагестана, они всегда были на хорошем уровне. Мы тоже стараемся не отставать от них. Искусство боевых действий завораживает взгляд, поэтому судьям, безусловно, приходилось непросто, а удары будоражили зрителей. Судейский корпус, он везде требуется, и немножко с судьями стало более сложнее, но тем не менее люди, которые к нам регулярно приезжают, они с большим удовольствием к нам продолжают приезжать, опять-таки повторюсь, потому что мы радушные хозяева. Им Казань очень нравится, они всегда с удовольствием к нам приезжают, и в принципе трудностей особых я не вижу, не возникает. Данные соревнования в лишний раз доказывают всю важность занятия спортом. И кто знает, может сегодня зарождается новая звезда этого боевого искусства. Эфир нашей программы продолжит обзор самых ярких событий прошедшей недели. 18 декабря свою заключительную домашнюю игру на арене Баскет Холл провели баскетболисты Уникса. На этот раз к ним в гости пожаловала команда Пари Нижний Новгород. В первой половине матча команды шли на равных, но во втором игровом отрезке за счет молниеносных атак и безошибочной игре в обороне баскетболисты Уникса одерживают уверенную победу 86-71. От баскетбола к волейбольным площадкам. 17 декабря казанский «Зенит» пожаловал в гости к сургутской команде «Газпром Югра». Начало матча для казанцев развивалось не самым лучшим образом. 1-1 по партиям. Но после первого игрового отрезка хозяева явно подустали, вследствие чего последовала череда ошибок на блоке и при обороне. И как итог, победа казанского «Зенита» 3-1. От волейбола к хоккейным противостояниям с мячом. 16 декабря свою домашнюю игру провели хоккеисты из Акбарс Динамо. На этот раз к ним в гости пожаловала команда «Водник». Встреча не предвещала никакой интриги, так как казанцы подходили к матчу в статусе аутсайдера, что по итогу и вышло по исходу матча. Парни из Архангельска на классе обыгрывают своего соперника 6-1. 16 по 18 декабря на базе спортивной школы Олимпийского резерва ТАСМа прошел чемпионат Республики Татарстан по стрельбе из лука. Стоит отметить, что для юных участников данные соревнования были лишь очередным этапом при подготовке к всероссийским первенствам. И данные соревнования в лишний раз доказывают всю важность развития такого вида спорта, как стрельба из лука. И на этом сегодня все. С новостями татарстанского спорта мы продолжим вас знакомить в нашем следующем выпуске. А также подведем итоги уходящего года. Занимайтесь спортом и будьте в курсе всех событий из мира татарстанского спорта. Это программа «Спортивная среда». Увидимся в следующем выпуске.